Кубок президента по тяжелой атлетике завершился приятным награждением. На пьедестал почета трижды поднялся наш спортсмен Руслан Албегов. 2 золота и 1 серебро в копилке российской сборной в весовой категории до 105 килограммов. Всего атлет поднял 440 килограммов. Устоял Руслан! Этот турнир для многих спортсменов – билет на Олимпиаду. По словам президента Федерации тяжелой атлетики России Сергея Сырцова, уже определены спортсмены, которые поедут в Рио-де-Жанейро. Среди них Руслан Албегов и Ольга Зубова. Целенаправленно Руслан готовился именно к этому соревнованию. Российские атлеты завоевали 11 медалей, 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Таким образом, наши спортсмены одержали уверенную победу в общекомандном зачете. Организация 5-го международного турнира на Кубок президента России могла бы конкурировать с лучшими международными соревнованиями по тяжелой атлетике. Буквально вчера прилетел президент Европейской Федерации Антонио Урса, и когда мы с ним зашли в этот зал, и его первые слова были по поводу того, что творится в зале. Говорит, так это чемпионат мира. Это просто чемпионат мира. Представляете, какой уровень высокий. Большое спасибо, естественно, президенту Чеченской Федерации тяжелой атлетики, это Магомеду Кадырову, за именно такой уровень проведения турнира. У нас такого еще не было. Я считаю, что этот турнир очень на высоком уровне проведен, и участники показали результаты на самом высоком уровне. Учитывая вчерашнее выступление казахского спортсмена, который установил рекорд мира. В турнире участвовали 75 спортсменов из 14 стран мира. Среди них олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Такого спортивного праздника в этом виде спорта здесь еще не было. По тем оценкам, которые гости дали нам, это радует нас, что нам удалось провести этот турнир в таком уровне. Посмотрев в зал, можно увидеть вот это, сколько болельщиков. Я думаю, что после этого спортсмены подумают, которые занимаются тяжелой атлетикой, что надо к этому относиться серьезно, а не просто так. Конкуренция должна быть среди своих спортсменов в республике. Да. Тогда только можно на мировой уровень выйти. 5-й раз сборная России выиграла Кубок президента в общекомандном зачете. Следующий турнир пройдет в марте. Место проведения пока неизвестно. Есть вероятность, что его может принять Сочи. Магомед Ламаркаев, Магомед Мударов. Новости. Заявил изначально 200.